Выходя из очередной электрички на станции Салтыковская, вновь испытали привычное чувство опасности. Многим из них ежедневно приходится возвращаться домой через пути. Именно этот переход у платформы давно пользуется у местных недоброй славой. Если верить слухам, ежегодно он собирает жертв больше, чем все железные дороги Подмосковья. По одной из версий, виной всему запутанная система светофорных сигналов, по другой – банальная невнимательность. По статистике, тысячи людей по всей стране гибнут лишь потому, что пошли на красный или не пристегнулись. Почему россияне так беспечно относятся к собственной безопасности, или об этом должна заботиться исключительно власть? Разбирался Сергей Морозов. Платформа Салтыковка под Москвой – тот самый гибельный переход, где только по официальным данным за последний месяц погибли 2 человека, а за прошедший год 4. Проносятся поезда, тревожный звонок, звонит почти не с полка. Люди спокойно переходят рельсы, выскакивая буквально из-под колес. Я говорю, они внимание не обращают. За их происходит. Журналист Сергей Соболев ищет свидетелей последнего происшествия. 18 января тут погибла его жена Елена. В 9 утра, половину 10-го, когда все произошло с Леной, погода была такая же, был сильный снегопад. Она была в капюшоне, в наушниках, ну и, видимо, капюшон закрыл просто обзор. Сергей винит в трагедии РЖД. Неправильно организовали переход. В РЖД утверждают, что свою часть задачи выполнили. Поставили светофор, а уж если все ходят на красный, извините. Можно и 45 минут стоять, он, наверное, будет звонить, если поезда ходят туда-обратно. Тут все ходят и без проблем. Час бывает, звоните, час. Я час должен стоять. Все привычно. В народе ругают правительство, наверху ссылаются на несовершенство народа. Николай Захаров на месте выяснял, все ли действительно сделали власти. Переезд, на котором постоянно гибнут люди, для администрации города Балашиха как горячая точка. После того, как произойдет очередная трагедия, именно чиновникам предъявляют претензии. Мол, что, нельзя было построить здесь пешеходный мост? Но в мэрии оправдывается. Город наш, а сделать мы ничего не можем. Администрация не может построить, так как земля, по которой проходят железнодорожные пути, не принадлежит администрации городского округа. Этим обязаны заниматься ОАО РЖД. А в московском отделении РЖД считают, что на этом переезде вообще не нужно ничего менять. Он и так построен с соблюдением всех европейских норм. Более того, этот пешеход, он новый, он в 2010 году был фактически построен. Там существуют так называемые накопительные площадки. Это один из элементов европейского опыта строительства пешеходных переходов, где люди могут остановиться и посмотреть, есть ли поезд. Правда, несмотря на все заявления в совершенстве переезда, сейчас ведутся переговоры о строительстве здесь эстакады, которая пройдет над железнодорожным полотном. Ее возведение, по неофициальной информации, может начаться уже в этом году. Выражает повторяемость. Светофор поставили много лет назад, но ясно, что люди все идут и идут на красный. Местная администрация с каждой новой жертвой укрепляется во мнении, что люди наконец должны начать ходить на зеленый, а машинисты все сбивают и сбивают здесь людей. Это становится производственной рутиной. Может быть, на железных дорогах все не так, но на обычных после установки светофора принято следить, насколько он решает проблему. Имеется в виду, что кроме того, что было когда-то сделано, нужно еще и проводить постоянный мониторинг. В чем он заключается? Если пешеходное движение небольшое и количество пешеходов ограничено, то вот тут возникают такие трудности, как светофор. Красный свет для пешеходов горит очень долго, пешеход волнуется, не хочет ждать и переходит. Этот переход вообще самодейственный, в заборе вырублена арка в человеческий рост, настилов никаких нет, люди переходят прямо по путям. И когда здесь проносится Сапсан, это выглядит примерно так. Здесь нет вообще никаких светофоров, но людей гибнет меньше, чем в Салтыковке. Но здесь и поток меньше. Важно вот что. Если предложенный маршрут людям совершенно неудобен, то они готовы перебегать даже перед Сапсаном. В нашей стране любят запреты не объяснять. Нельзя и все. Или, например, почему взлет самолета откладывается. Вы сидите в салоне, экипаж молчит. Нет объяснений, нет уважения. Вот люди и вскакивают с мест до полной остановки самолета. Не говорят же, почему нельзя. А вот мы расскажем. Вообще чем угодно может грозить, начиная от
там неосторожных движений, падения чемоданов, потом самолет может и либо остановиться, и вообще говоря, существует в истории гражданской авиации, ну не российской, зарубежной, случаи столкновения самолетов на земле, например, в случае какой-то диспетчерской ошибки. Почему все-таки россияне, когда возникают претензии к властям, начинают не судиться с государством, а ругать режим? Адвокаты знают, что моральный ущерб в нашей стране вы можете возместить в основном за свой счет. Судебные тяжбы, они занимают массу времени, и в том числе, по большому счету, необходимо привлечение специалистов. Таким образом, он уже несет расходы на представителя, но при этом не имеет гарантии того, что в последующем эти расходы будут скомпенсированы в судебном порядке. Если судиться с государством решаются не все, может, надо исправить в нем что-то своим примером, сделаться лучшим гражданином, как, например, сделал наш коллега Константин Гальденцвайг, правда, в Германии. Картина, при виде которой российского пешехода оторопь охватит. Почти пустая улица в центре Дрездена. Редкие машины и ни одного полицейского. А они стоят и ждут зеленого сигнала светофора. Условный инстинкт, скорее немецкий менталитет. Стоит увидеть, как работают правила на немецких дорогах, и вам ясны правила, по которым живет немецкое общество. Впрочем, зиждется оно еще и на штрафах. Прецеденты впечатляют. До 700 рублей за слишком шумный для соседей секс. До 800 за брошенный мимо окурок. До 1000 за купание в неположенном месте. До 20 тысяч за растоптанную клумбу. Скажу по собственному опыту. Вначале этот поголовный орнук шокирует. Взять, скажем, сортировку мусора по-немецки. Стекло отдельно от пищевых отходов, пищевые отходы от бумаги, и все по разным бакам. Так что первое время думаешь, но ведь все равно никто не заметит. Но когда замечаешь невольно, что сам ты единственный, кто возводит в этом порядке помойку, с тобой что-то меняется. Ведь не хочется быть хуже других. Россия, кстати, знает обратные примеры, как трепетных иностранцев перековывали в напористых граждан без уважения к закону. И это вполне рациональный выбор иностранца. Люк Джонс прожил в России уже десяток лет. Вот его опыт. Я, например, прихожу, если красный свет, если нет машин. Потому что зеленый свет не факт, что машина остановит. А машина, что он должен остановиться, но он больше меня по размеру. Я, может быть, обрусил до такой степени, потому что вполне возможно написано не входить, но уже давно ремонтировали, просто Иван Иванович забыл убрать этот самый знак. Или он сам не знает, зачем его положил. Мне объяснили, что, Люк, ничего в России не было построено, чтобы тебе было удобно. И так можно сколько угодно заставлять граждан ходить на зеленый свет, но надо сделать так, чтобы он хотя бы иногда загорался, или чтобы на той стороне улицы не было обвала, или чтобы зеленый свет не горел во все стороны. В общем, много чего могут ответить граждане, чтобы с чистой совестью и совершенно принципиально продолжать ходить именно на красный. Сергей Морозов, Николай Захаров, Константин Гальденцвайг, НТВ.